Рекордный объем средств, около 900 миллиардов рублей, привлекли за минувшее лето корпоративные эмитенты. Такую оценку дает агентство Сибонс. Это лучший результат периода за всю историю. По мнению экспертов, осенью активность привлечения бизнеса средств через облигации может еще вырасти. Обсудим тему прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Марат Кашапов, управляющий отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России. Марат Данилович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что пришли. Давайте обсудим корпоративные облигации. Почему сейчас такой интерес со стороны бизнеса к этому финансовому инструменту? Ну, надо сказать, что корпоративные облигации позволяют бизнесу, во-первых, не так зависеть от одного, скажем, кредитора, как правило, это банки традиционные, да. То есть, когда вы размещаете облигации, это долговые расписки, которые вы размещаете среди широкого круга инвесторов. Соответственно, ваши источники диверсифицированы, да, они из разных точек. Второе, многие компании закладываются на долгую программу финансирования, если у них есть какие-то цели развития, бизнес-планы отдаленные, то вот как раз облигации очень хороший инструмент. Ну и третье, компании получают возможность формировать публичную историю. Когда вы размещаетесь на облигационном рынке, вы становитесь узнаваемы для инвесторов, ну и, собственно говоря, ваш бренд тоже становится более узнаваемым, что в перспективе может дать преимущество в получении кредитных рейтингов, в снижении стоимости заимствования у тех же кредитных организаций. Как работает рынок и доля крупного и малого бизнеса? Ну, конечно, крупный бизнес преобладает на этом рынке, и уровень компетенции позволяет им выходить, и уже сложившаяся кредитная история, и, собственно, планы развития диктуют. Ну и само по себе то, что крупный бизнес имеет крупный объем финансирования, соответственно, у них и доля на рынке выше. Но, тем не менее, я хотел бы заметить, что в последнее время растет интерес со стороны малого и среднего предпринимателей к рынку облигаций, потому что вот как раз они получают возможность заимствования на вот таких условиях, которые дают им определенное преимущество по сравнению с традиционным финансированием в банках. И с другой стороны действуют меры государственной поддержки, направленные на поддержку вот как раз МСП вот на сегменте облигаций. Давайте поподробнее про меры поддержки. Да, есть такие меры поддержки, прежде всего по линии национального проекта развития предпринимательства. Курирует это Минэкономразвития Российской Федерации. 70% купонного дохода, 70% от ключевой ставки, может быть компенсировано таким компаниям малого и среднего бизнеса, которые выходят на сектор роста Московской биржи. Кроме того, дебютные выпуски, что очень важно, для того, чтобы сформировать историю, нужно сначала в первый раз выйти. Да? Вот дебютный выпуск тоже компенсируется в пределах 1,5 миллиона, но это 2% от объема размещения. То есть это тоже достаточно ощутимая поддержка может быть. Ну и, наконец, существуют инструменты в виде корпорации МСП. Она может предоставлять свои поручительства, гарантии. И кроме того, банк МСП в ряде случаев выступает как якорный инвестор, то есть приобретает значительную долю этого выпуска, тем самым поддерживая вот как раз такой сектор малого и среднего бизнеса. Меры поддержки от Банка России, может быть, есть и такие? Банк России в данном случае он выступает катализатором этих процессов. Во-первых, способствуя изменению нормативно-правовой базы, которая облегчает выход предприятий, всех эмитентов на этот рынок. За последние годы очень много регулятивных изменений, которые как раз облегчили условия для выпуска облигаций. Во-вторых, сейчас очень много уделяется внимания электронному взаимодействию. Можно открыть на сайте Банка России личный кабинет. И все взаимодействие, которое раньше строилось путем пересылки большого объема документов, может строиться в электронном формате. Собственно говоря, все эмитенты уже пользуются такими преимуществами, большинство из них пользуются. И это, конечно, тоже облегчает взаимодействие эмитентов с регулятором. Ну и экономит время. Экономит время, ресурсы. И просто сейчас уже это
обычное дело работать с цифровыми технологиями в дистанционных каналах. Ну, к хорошему быстро привыкаем, да. Насколько жесткие требования к тем, кто собирается выйти на фондовый рынок и привлечь средства через корпоративные облигации? Требования, в общем-то, не жесткие. Для вот как раз если говорить... Ну, во-первых, начнем с того, что выйти на облигационный рынок, в принципе, может любая компания. Да? То есть законодательно нет ограничений, но, конечно, фактическая способность выйти на рынок у всех разная. Все зависит от финансового положения, от рейтингов компании, от их известности и многого. Да? Потому что, естественно, чтобы купить ваш долг, вас должны знать и быть уверенными в том, что вы долг этот вернете. Но что касается вот как раз мер поддержки, направленных на стимулирование выхода компаний малого и среднего бизнеса на этот рынок, то здесь набор требований он заключается в том, что, во-первых, эта компания должна быть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, быть российским налоговым резидентом, там не должно быть более 50% иностранцев в вашем капитале, не быть несостоятельным, не проходить по делу о несостоятельности, банкротству и не иметь долгов перед бюджетной системой. То есть набор таких базовых условий, он, в общем-то, очевидный, и ему соответствовать можно. Но что касается конкретных параметров, на которых надо выходить, то там есть определенные требования по объемам выручки, по устойчивости бизнеса за последние годы. Но они вполне тоже понятные, когда вы выходите на биржевой рынок, требования эти, в общем-то, тоже известные. Мы сейчас очень много внимания как раз уделяем тому, чтобы в рамках семинаров, в рамках индивидуальных консультаций с бизнесом разъяснять им эти требования. То есть им можно соответствовать, и примеры такие есть в Российской Федерации и у нас в Башкортостане. Есть ли ограничения по видам экономики, экономической деятельности? Да, Хороший вопрос. И по господдержке, да, опять-таки. Действительно, вот в контексте господдержки такой поддержкой не пользуются компании из игорного бизнеса, из предприятий, которые выпускают подакцизные товары, занимаются добычей полезных ископаемых, и компании из финансового сектора, кредитные организации там, и другие финансовые организации. То есть, если вы не из этого спектра, относитесь к отраслям, производственным отраслям, значит, которые не относятся вот к этим обозначенным, то, в принципе, можно выходить. Но есть и приоритетные, то есть при прочих равных условиях получить такую поддержку легче предприятиям из приоритетных отраслей. Ну, к ним, например, относятся там сельское хозяйство, транспорт, связь, там многие другие еще сектора, которые обозначены. Есть соответствующие нормативные документы Минэкономразвития, мы тоже готовы консультировать по этим вопросам. Ну, в нашей республике сельское хозяйство — это вот такой индустриально-аграрный регион. Там и не только сельское хозяйство, да. Есть другие предприятия. Да. Вот, кстати, про республиканский рынок. Как оцениваете активность бизнеса нашего, местного? Вы знаете, у нас есть история у наших предприятий. Много компаний в свое время в истории выходило на облигационный рынок, но в основном это были действительно крупные предприятия. А на сегодняшний день объем заимствований нашими башкирскими компаниями составляет 130 миллиардов рублей. В основном это крупный бизнес, как я уже сказал, но среди них есть и одна компания, которая занимается утилизацией отходов нефтепроизводства, нефтехимического. Она тоже вышла по закрытой подписке на выпуск коммерческих облигаций. Кстати говоря, коммерческие облигации они могут выпускаться в облегченном порядке. Это может быть первым шагом к дальнейшему выходу на биржевой рынок. Вот, собственно говоря, когда вы получили вот этот опыт первый, наработали историю, можно дальше выходить уже на биржу и пользоваться всеми теми льготами, которые дает сектор роста, предназначенный для МСП, и вот со всеми теми государственными мерами поддержки и гарантий. Если оценивать перспективы развития вот этого рынка, то что вы думаете на этот счет? Я думаю, что это перспективно. Это перспективно с двух соображений. Во-первых, стратегически, вот сейчас как раз обсуждаются основные направления, проект основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 3 года вперед. Он проходит этап публичной дискуссии, но там вот один из акцентов делается на то, что постепенно, конечно, источники финансирования, экономики, реального сектора должны быть более разнообразными, диверсифицироваться.
И от традиционного, например, банковского финансирования нужно постепенно переходить к рыночному финансированию, к рыночным инструментам, вовлекать сбережения розничных, в том числе инвесторов, в этот процесс. И, конечно же, вот такой вектор, он будет способствовать тому, что, с одной стороны, у инвесторов появляется возможность вкладываться в более доходные инструменты, а с другой стороны, у предприятий появляется возможность как раз диверсифицировать свои источники финансирования. А вот по каким индикаторам определяется вот такой прогноз? Что видит давайте регулятор? Я вот даже сейчас просто, чтобы не быть голословным, скажу просто несколько цифр из последних данных, конкретно по Российской Федерации. Пока вы ищете, еще заодно уточню, Марат Данилович, насколько пандемия могла повлиять, да, в условиях дефицита средств для развития вот именно корпоративных облигаций? Значит, но все-таки вот отвечу сначала на первый вопрос по динамике. Да, вот для примера, облигации субъектов МСП в секторе роста Московской биржи как себя вели? В 2019 году было 13 размещений на 3,1 миллиарда рублей, в 2020 году, в прошлом, 14 размещений на 6,4 миллиарда рублей, то есть удвоение произошло. И с начала 2021 года, за первые полгода, было 5 размещений на 6,15 миллиардов рублей. То есть практически мы видим, можно сказать, удвоение, да, каждый год вот этого сектора роста Московской биржи. Мы говорим только о биржевом секторе. Есть еще и, вот, как я сказал, рынок небиржевых коммерческих облигаций. То есть рынок растет по факту. Пандемия могла повлиять? Пандемия, я такой прямой зависимости не вижу, потому что корпоративный сегмент, он зависит от своих бизнес-планов, естественно. Значит, пандемия в какой-то степени повлияла на интерес розничных инвесторов, на поиск как раз. И не только пандемия, скорее общие денежно-кредитные условия прошлого года могли как-то косвенно повлиять в том числе на это, потому что привлекательность вкладов снижалась, и в этих условиях люди начинали проявлять интерес к фондовым активам. Это в том числе, конечно, могло повлиять. Скорее для компаний имеет значение условия финансирования, условия привлечения долга. То есть они смотрят на параметры, на свои планы, будущие показатели эффективности, на развитие рынка, на планы капитальных вложений и, соответственно, на сравнение возможностей, которые предоставляет им тот или иной инструмент. Но вот та компания, которая в долгую рассчитывает работать на рынке и имеет планы развития, для них, конечно, облигационный рынок – это очень хороший шанс развиваться дальше, активнее. И еще один короткий вопрос. Вы сказали, что регулятор видит потенциал роста в ближайшие 3 года. Да? Стоит ли ожидать изменения регуляторных норм для этого рынка? Да? Будут ли они меняться в сравнении с тем, как будет расти рынок? Я сейчас не готов сказать, какие будут регуляторные изменения. Да? Они, в принципе, уже запущены. И основной момент, который пока сдерживает, наверное, участие как раз малого и среднего бизнеса в этом направлении, это пока отсутствие информированности у руководителей этого бизнеса, у финансовых директоров этих компаний. Они просто, может быть, не обладают полной информацией, как это делать. Кстати говоря, в этом направлении в Башкирии многое уже сделано. Мы проводили серию семинаров. Вот в пандемийный год как раз онлайн-семинары очень помогали. Там у нас десятки компаний, республики имели возможность получить такую информацию. Второе, мы по линии наших республиканских органов власти, в частности, Министерства торговли республики, при поддержке проектного офиса по улучшению инвестиционного предпринимательства климата, других институтов развития, Госкомитета по предпринимательству, проводили такие семинары. И недавно как раз проводили работу по отбору потенциальных компаний, которые соответствуют пока навскидку, этим критериям, по которым можно выйти на облигационный рынок. И дальше мы им предлагаем подключаться к нашим семинарам и к индивидуальным консультациям. Если надо, уже когда люди, компании созрели, они могут уже выйти на конкретные компании фондового рынка, которые помогут им выйти на облигационный рынок. Будем надеяться, что наша передача, наше с вами интервью тоже кого-то сподвигнет на этот шаг. Я думаю, если кто-то интересуется, могут смело обращаться к нам в Национальный банк. Наши специалисты проконсультируют первично по этому вопросу. Отлично. Спасибо большое, Марат Данилович. Спасибо. Сегодня гостем программы интервью был Марат Кашапов, управляющий отделением Национальным банком по Республике Башкортостан, Банка России. И мы обсуждали корпоративные облигации. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.